Ковер в жизни гагаузов занимает особую роль. Он приносит в дом людей тепло и уют. Издавна он считался символом достатка. В селе Гайдары ежегодно проводится фестиваль ковров. В нем может принять участие любой желающий. Ковры, которые представляют на фестивале, относятся к разным временным промежуткам. Встречаются экземпляры совсем новые, созданные в 21 веке. Сохранены ковры, представляющие исторический интерес, потому что им более 100 лет. С каждым годом границы фестиваля расширяются, и он выходит на республиканский уровень. В нем принимают участие гости не только из близлежащих населенных пунктов, но и со всей Молдовы. В этом году было решено немного изменить формат фестиваля, рассказала директор Дома культуры села Гайдары Анна Киося. Она отметила, что вместо мельницы, где до сих пор проводилось мероприятие, оно состоится в центре села. Изюминка этого фестиваля будет в том, что мы поговорили, пообщались с людьми, которые живут по центральной улице, и они согласились предоставить свои дворы в качестве подворий. Откроют ворота, и наши участники смогут свои подворья установить прямо вот во дворах. Вдоль заборов будут выстроены конструкции, на которые они смогут вывесить свои ковры. Это будет, я думаю, очень интересно. Открытие фестиваля ковров начнется в 10 часов утра. Всех гостей мероприятия ждут сюрпризы, сказала Анна Кюся. В 10:30 тоже одна интересная будет изюминка. Мы проведем фестивальное шествие, в котором примут участие все участники, причем вместе с коврами. Да, это будет такое ковровое шествие. Я думаю, что это будет самая яркая часть фестиваля. Ну, а дальше, после шествия, официальное открытие. В программе фестиваля выставка продажи ковров и изделий. Фестиваль – это самое то место, где желающие смогут увидеть величайшее разнообразие ковров и договориться с хозяевами. Если им что-то понравится, они смогут, договорившись, купить ковер. Фестиваль ковров – это не только выставка национальных ковров. Здесь можно найти изделия декоративно-прикладного искусства, принять участие в мастер-классах, научиться азам ковроткачества, продегустировать национальные блюда. Для гостей также будет организован праздничный концерт с народными танцами, сказала Анна Кюся. Конечно, будет у нас и гастрономическая зона, где смогут люди покушать, выпить чего-нибудь. И, конечно, будет сценическая зона сцены, где будет большой концерт проходить. Ну и выставочная зона, она будет по всей улице, как бы подворье, и выставка ковров будет. Ну, плюс у нас еще будет детская зона, где будут всякие развлечения для детей. Поэтому я думаю, что все найдут себе чем заняться. В память о фестивале ковра каждый желающий сможет приобрести сувенир, который изготавливают местные ковровщицы. Наши ковровщицы, они делают такие вот маленькие коврики сувенирные. Будут еще другие сувениры тоже. Но это то, что мы изготавливаем, можно будет повесить на холодильник, магнитик такой. Это что касаемо ковровых. Ну, конечно, сувениров разнообразно будет много. Цель фестиваля Айдар Келим Фестивали 2024 – возрождение национальных традиций ковроткачества, пропаганда и развитие национальной культуры, привлечение туристов и обучение подрастающего поколения. Проведение фестиваля нацелено на ознакомление гостей фестиваля с культурой и традициями ковроткачества народов, проживающих на территории автономии, поддержку мастеров, возрождающих традиции ручного ткачества.